В администрации главы по случаю Дня учителя и 80-летия системы профобразования России чествовали педагогов. Между прочим, были среди награжденных сегодня там и представители династий с 300-летней историей. Владимир Уйба в своем приветственном слове отметил, что приходят в эту профессию, как правило, не просто так, а через определенные события в жизни. Елена Кононова продолжит. Историки Забячева-Прилуцкого района Надежда Туголокова за наградой в этот зал приходит уже не впервые. Но звание для нее самое высокое и дорогое – заслуженный работник Коми. Дорога к нему длиною 38 лет была и сложной, и в то же время необыкновенной. Педагогический талант у Надежды Семеновны раскрылся еще в детстве. Маленькой девочкой любила играть в школу, а будучи старшеклассницей, вела классные часы и политинформацию. Уже тогда она понимала, как важно учителю найти каждому ученику особый подход. Чем младше детки, 5-е, 7-е классы, там действительно как бы ты играешь, путешествуешь там на машине времени с ними. А уже когда постарше, там очень программа сложная, особенно обществознание. Ну, там я уже, наверное, превращаюсь в более строгого такого учителя. Вот, использую различные уже средства массовой информации, разные, как мы сегодня говорим, ИКТ. Вот. Ну и большое значение я уделяю слову учителя. Вот, я люблю с ребятами говорить, беседовать, особенно со старшеклассниками. Заведующий кафедрой юридического института СГУ Петр Колмаков, тоже заслуженный, на протяжении многих лет готовит будущих юристов. Сегодня вспоминает, когда он сам закончил вуз, в республике катастрофически не хватало специалистов в судах, милиции и прокуратуре. С 1993 года мы открыли факультет, сейчас институт юридический. Выпускников, на скидку я вспоминаю, в полиции около 34% моих выпускников. В судах около 56%, даже в Верховном суде достаточно наших выпускников. И практически везде созданы резервы будущих правоприменителей. Они учат детей считать, читать и даже петь и танцевать. Знакомят их с таблицей Менделеева, теоремой Пифагора и историей страны. И в этой профессии, считает Владимир Уйба, невозможно работать без любви к детям. Я благодарю вас в первую очередь за безграничную любовь к детям. Потому что абсолютно уверен, что невозможно никаким другим, ни трудолюбием, ни профессионализмом, ни словом «надо», невозможно изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие приходить в класс, говорить «здравствуйте, дети» и доносить знания, помогать детям открыть совершенно новый мир непознанный. В ответ педагоги благодарили за внимание к их труду, тоже с особым подходом. Кто-то напел отрывок из песни об учителях, кто-то процитировал Николая Рериха, а доцент кафедры связи с общественностью и рекламы Института гуманитарных наук СГУ Владимир Филимонов вспомнил стихи Андрея Вознесенского. Есть русская интеллигенция. Вы думали, нет, но есть не масса индифферентная, а совесть страны и честь воюет с извечной дурью. Для подвигов рождена отечественная литература, отечественная война. Такое призвание лесное. Служить ей, отдавший честь. Есть русская интеллигенция. Есть. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрга.